Дежурство службы скорой помощи в Воркутинском поселке Заполярный восстановлено на дневные часы. Кроме того, бригада будет постоянно находиться в поселении во время вспышек сезонных заболеваний и на период непогоды. В остальное время машина скорой будет также приезжать на вызовы, но из Варгашора, что в 13 километрах от Заполярного. К такому решению пришли в Министерстве здравоохранения Коми после жалобы жителей на перевод скорой в соседний поселок. Кроме того, ведомство обнаружило недостатки в медицинском обслуживании местного населения и сейчас их устраняет. Подробности в репортаже Ольги Коняевой. Численность населения Заполярного в лучшие годы достигала 10 тысяч, а потому долгое время в Воркутинском поселке служба экстренной помощи находилась круглосуточно. Но в последние годы обитателей здесь стало меньше, и было принято решение передислоцировать скорую в соседний поселок Варгашор. Что бы хотелось, чтобы здесь была постоянно бригада скорой помощи. Потому что у нас очень много людей пожилых, и даже 90-летние есть. И много детей нарожали, как по заказу правительства. Нам что теперь делать? Перебазировать подстанцию скорой администрация Воркутинской больницы решила после проведенного анализа. В Заполярном на протяжении нескольких месяцев меньше одного вызова в сутки. Население 1870 человек, из них 273 ребенка. В то время как в Варгашоре и жителей больше, и вызовов в разы. По поводу Заполярного. Делается все для того, чтобы не пострадало население Заполярного. Нормативное количество бригад у нас даже больше, чем положено на Воркуту. Мы... Понимаете, хорошо обеспечены, медицинское обеспечение у нас замечательное, у нас нормальные машины, у нас нормальные водители, у нас оборудование нормальное. То есть помощь скорая экстренная оказывается на нормальном, хорошем, высоком уровне. Мы настолько заинтересованы в этом, что даже дополнительные организовываем бригады. Время прибытия бригады экстренной помощи из Варгашора в Заполярный не превышает нормативные 20 минут. Работают две бригады, больше положенного по нормативам, где прописано, что 10 тысяч населения должна обслуживать одна бригада скорой. И все же жителям Заполярного пошли навстречу. Бригаду вернули. Теперь ежедневно она с 12 до 18 будет дежурить в этом поселке. Однако, как пояснили в Министерстве здравоохранения Коми, проблема совершенно в другом. Выяснилось, что Варгашорская больница не в полной мере оказывала неотложную и амбулаторную помощь. Руководителю сейчас вынесено предписание о том, чтобы он обеспечил дежурство врача неотложной помощи в требуемых режимах, то есть прием вызовов до 20 часов. Там есть врачебная амбулатория, также у них в связи с кадровыми какими-то проблемами было так, что принимал не каждый день врач-терапевт, там 3 раза в неделю принимал, поэтому тоже вынесено ему представление о том, чтобы обеспечить ежедневный прием врача-терапевта, педиатра, либо врача общей практики. Также сейчас прорабатывается вопрос о привлечении фельдшера для работы в вечернее время именно на врачебной амбулатории поселка Заполярный. Что любопытно, в половине случаев, когда жители Заполярного вызывали скорую, пациентов могли обслужить врачи амбулаторно. Мы находимся в помещении амбулатории Заполярного. Медицинская помощь оказывается врачом, терапевтом участковым, который работает по скользящему графику. Понедельник, среда, пятница с утра, вторник, четверг после обеда. С обслуживанием всех вызовов, которые поступают во время работы. Врача на дом жителям Заполярного и сегодня можно вызвать, позвонив в регистратуру Варгашорской больницы. Детское население вне приема будет обслуживать фельдшер, в то время как скорая помощь должна выезжать только в действительно экстренных случаях. Ольга Коняева, Ирина Шумихина, Кирилл Нифонтов, телеканал Юрган, Воркута.